Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, салам алейкум, добрый вечер. Уже который день наблюдаю за событиями в Казахстане с большой болью. Хотел поделиться своими мыслями, потому что ключевые российские спикеры, дежурные российские спикеры, которые озвучивают всегда потаенные мысли московских чиновников, они уже сделали свои заявления. Владимир Жириновский заявил, что пора возвращать Казахстан на историческую родину. Напомню, что Казахстан до 30-х годов был частью Российской Федерации. Жириновский заявляет то, о чем уже давным-давно говорят русские державники и имперцы, что пора собрать национальные республики Средней Азии и Закавказья обратно в Большую Российскую империю. И вы помните недавний скандал, когда Никонов, внук Молотова, сталинского министра, заявил, что вообще казахская государственность и казахские земли – это подарок Москвы. Тогда это заявление вызвало просто невероятную реакцию в самом Казахстане. Сейчас Владимир Жириновский повторяет практически не ту же самую мысль, а даже более сконцентрировав, усилив, углубив ее и более заострив в более даже тяжелой и неприемлемой форме для Казахстана, он озвучивает эту же мысль фактически. Далее, значит, Сергей Миронов, лидер другой партии, Думской, «Справедливая Россия», заявляет, что после того, как Токаев призвал силы ОДКБ войти в Казахстан и помочь в наведении порядка властям Казахстана, Миронов предлагает, чтобы силы ОДКБ остались в Казахстане на постоянной основе. Ну, в первую очередь имеются в виду, конечно, вооруженные силы Российской Федерации. Это, в принципе, заявление тоже лежит в русле такой неоимперской политики, когда ключевые политики и спикеры России выступают за возрождение Российской империи в том или ином виде. Будь то Российская империя или Советский Союз 2.0, то есть обновленный Советский Союз. Мы об этом с вами уже говорили, я делал уже на эту тему видео. Но я хотел бы поговорить даже не столько об этом курсе Москвы на возрождение Советского Союза в том или ином виде, сколько о причинах, которые к этому привели. О причинах того, что Москва начала подбирать бывшие национальные республики, которые откололись от России, обратно, подгребать к Москве и схватывать это все пространство бывшего Советского Союза новым обручем интеграции. Ключевая причина лежит в неспособности самих руководителей национальных республик бывшего Советского Союза выстроить эффективное управление и сменяемость власти. Об этом говорит Андрей Медведев. Это журналист, военный журналист и сейчас сотрудник Второго канала. У самого Андрея Медведева тюркские корни, он неплохо знает регион Средней Азии, но при этом Андрей Медведев является убежденным сторонником восстановления большой многонациональной державы. Как бы он ее ни видел, будь то Российская империя или будь то Советский Союз, Андрей Медведев является сторонником возвращения национальных республик в интеграционный проект России, то есть их обратное возвращение к Москве. Так вот, что говорит Андрей Медведев? Он говорит, что события в Казахстане свидетельствуют о том, что спустя 30 лет после обретения независимости Казахстаном, Казахстан так и не состоялся как полноценное государство, которое самостоятельно
может обеспечивать свой суверенитет. Но Андрей Медведев вообще давно критически высказывается о событиях в Казахстане, о положении русского народа в Казахстане, в северных районах Казахстана и так далее. Это его давняя больная тема. Но я хотел бы подчеркнуть в этой мысли вот что. Вы посмотрите на тех руководителей, которые правят уже на протяжении почти 3 десятков лет в Средней Азии. Взять хотя бы руководителя Таджикистана, Рахмона, который бессменно руководит Таджикистаном с момента развала Советского Союза и готовится передать власть своему сыну. Вы посмотрите на самого Нурсултана Назарбаева, который почти больше 30 лет, под 40 лет уже находится у власти и очень сильно оброс клановыми связями, везде пристроил своих родственников и уже очень сильно погряз вот в этих внутриклановых, межклановых интригах, разборках и так далее. В конец погряз в них настолько, что уже стал представлять серьезную преграду для дальнейшего развития страны. Вы посмотрите на 2 руководителей Туркменистана, Сапармурада Ниязова, покойного, и нынешнего Гурбангулы Бердымухамедова. Или, допустим, прежнего руководителя Узбекистана Ислама Каримова. Эти все люди, построив независимую государственность своих среднеазиатских республик, тем не менее превыше национального суверенитета и превыше дальнейшего развития своих стран ставили интересы своей семьи, сохранение своей родной власти. Именно поэтому они все больше и больше попадали в ловушку, в зависимость своих стран от Москвы. Да, они пытались играть в многовекторность, уходить на Запад или в сторону Китая, или в сторону Турции, но тем не менее притяжение России оставалось самым сильным все эти годы. И при первом же кризисе они всегда возвращались под крыло России и обращались к большому брату в Москве за тем, чтобы он их защитил. Яркий пример – это, пожалуйста, Армения. Во время политического кризиса, несмотря на то, что Армения заигрывалась с Францией, с США, закрывала русские школы, ставила памятник пособнику гитлеровских нацистов Горегину Нжде, все равно Армения вернулась под лоно России. Пашинян вынужден сейчас следовать в фарватере Москвы. Посмотрите на Лукашенко, который игрался в многовекторность, пытался заигрывать с Западом, торговаться с Путиным. Путин все равно оказав ему поддержку, фактически вынудил Лукашенко вернуться под крыло Москвы. То же самое сейчас происходит с Казахстаном. То же самое сейчас происходит с Казахстаном, и то же самое произойдет с Таджикистаном, уже произошло с Таджикистаном. Рахмон, понимая, что его сын может на первых порах не справиться после передачи власти, знает, что если отойти от Москвы, Таджикистан тут же будет проглочен Китаем. Именно поэтому Рахмон вынужденно будет прижиматься все ближе к Москве, чтобы гарантировать безопасность своей семье и сохранность власти своего сына. Именно эти железные гарантии, которые дает Путин всем среднеазиатским лидерам, а также Лукашенко, а также руководителю Армении, элите армянской, и является гарантом их сохранения во власти и является самым сильным оружием, благодаря которому Владимир Путин вновь восстанавливает собственный проект возрождения Советского Союза. Вы помните, что Владимир Путин заявлял, что самая большая геополитическая катастрофа 20 века – это развал Советского Союза. Это самая сильная боль, в которой он живет все эти годы, и он планомерно восстанавливает этот советский проект. И я вас уверяю, что сейчас, даже если он планировал передать власть молодому преемнику до 2024 года или после 2024 года,
И он ориентировался на казахстанскую модель, как говорили многие политологи, когда Назарбаев передал власть Токаеву. Так вот, после казахстанских событий никакой передачи власти не будет. Потому что эта модель, когда одновременно существует прежний сильный руководитель, как в лице Назарбаева существовал, или Путин для себя предполагал стать главой Госсовета, и параллельно существует молодой президент, она показала свою крайнюю неустойчивость. В России будет только один полноправный руководитель, и еще на долгие годы вперед этим руководителем будет Владимир Путин. После того, как я обрисовал картину, которая сложилась на постсоветском пространстве, вы меня спросите, а разве в России не такая же ситуация? Владимир Путин не сидит так долго во власти. Да, Владимир Путин тоже сидит долго во власти, но Владимир Путин не обрастает клановыми связями своей семьи. У него клановые связи питерские. Да, многие политологи утверждают про кооператив «Озеро» и так далее, и так далее. Плюс у Путина свои факторы, благодаря которым он балансирует между силовыми структурами, уничтожает любую оппозицию, противостоит там натовскому блоку и так далее, и так далее. Понятно, что у каждой команды есть свой срок, но чем больше запутывались именно во внутрисемейных, во внутриродовых, во внутри, скажем, племенных, клановых интригах руководителей Средней Азии, тем быстрее они теряли легитимность в глазах своего народа. То же самое ждет руководство Таджикистана. Они вынуждены будут упасть в объятия Москвы. То же самое произойдет в некоторых других среднеазиатских республиках. Что касается Азербайджана, Азербайджан, конечно, дальше всех сумел отойти от Москвы в этом поиске многовекторности, именно благодаря близости Турции, исторической близости Турции и турецкому народу. Но тем не менее Владимир Путин все равно держит в руках несколько очень жестких арканов и поводков, которыми он удерживает Азербайджан, азербайджанскую элиту. Здесь много факторов, я о них сегодня не буду говорить подробно, потому что видео касается Казахстана. Это и крупный азербайджанский бизнес в России, это и неопределенный еще статус Карабаха, который сегодня закреплен за миротворцами, и только к истечению срока пребывания миротворцев в Карабахе будет предложена новая схема сохранения, скажем, зависимости Карабаха от России. Этих факторов много. И тем не менее все эти руководители практически во всем Закавказье, практически во всей Средней Азии, даже включая Кыргызстан, где сменяется периодически власть, и включая саму Москву, они очень жестко завязаны друг на друга. Именно своей несменяемостью, именно своим ограничением прав и свобод простых людей, именно высоким уровнем коррупции. Все это родовые пороки постсоветских стран. И ни одна страна, включая Россию, не смогла избавиться от этих врожденных пороков, и тем самым они вынуждены сбиваться снова в единую, скажем, стаю, как сбиваются хищники, для того, чтобы обеспечивать дальнейшее сохранение во власти. И это будет происходить до тех пор, пока мы сами, гражданское общество, народ, не поднимет собственный уровень правовой грамотности, гражданской активности и не начнет в диалоге с властями, в напряженном диалоге с властями требовать полной реализации наших прав и свобод. Но это уже следующая страница нашей истории.